Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. День России в Камрате. Виды на урожай. Слушая музыку, не слышат угрозу. В Камрате отметили День России. На центральной площади был организован грандиозный концерт. На празднике выступили известные артисты. Некоторые из них приехали к нам впервые и произвели на всех незабываемое впечатление. Подробнее смотрите в нашем сюжете. В минувшую субботу в Камрате масштабной программой отметили День России. Мероприятие было организовано при поддержке фонда, учрежденного Юрием Якубовым, а также свою поддержку оказала и Башкан Гагаузии Ирина Влах. На сцене выступила российская группа «Серебро», отечественные исполнители Янил Истрати, Нелли Чубану, а также танцевальный коллектив «Кадынжа». Площадь была заполнена слушателями, которые с нетерпением ожидали начала концерта. Я отношусь довольно-таки положительно. Жду такие концерты. Особенно интересно зарубежные звезды, которые к нам приезжают. Что-то новое хочется послушать, увидеть, так как у самой нет возможности поехать туда. Поэтому хотелось бы, чтобы было побольше таких концертов. Я в курсе то, что приедет моя любимая группа, это «Серебро». И я очень жду их, не дождусь их приезда, их выступления. На самом деле сегодня хороший праздник, порадоваться, поднять себе настроение. Приезжает гость из России, группа «Серебро». Думаю, что тут будет много народу, настроение будет самое лучшее, поднимется еще лучше. Еще смотрю, дождик моросит, будет отлично. Мы из Тюмени приехали к родственникам, мы вообще случайно увидели, не ожидали вообще. Гуляли по парку. Да, мы просто приехали. Да, и сейчас гуляли и вдруг увидели День России. Рекламу, да, то, что здесь решили прийти. Я рада, что к нам приезжает группа «Серебро», и мы можем увидеть вживую. И у некоторых может воплотиться мечта, потому что у некоторых это может быть любимая группа. Мы очень рады, что группа «Серебро» приехала в Молдавию. Мы сможем посмотреть концерт. Большое спасибо Ирине Влах за то, что она постаралась для нас. Хочется выразить огромную благодарность и фонду Якубова, и Ирине Влах, и самой группе «Серебро», что они приехали к нам, доставили такую радость, обратили, можно сказать, на нас внимание и подарили нам частичку себя. Концертная программа была проведена успешно. Желающих послушать любимые песни приходило все больше. Все были приятно удивлены выступлениями известных исполнителей. Концерт длился несколько часов, но время пролетело незаметно. В завершении праздничной программы в небе прогремел грандиозный салют. Горожане были рады сюрпризу и надеются, что количество таких концертов будет расти с каждым годом. – 2016 год богат выпадением осадков. Такая погода благоприятно сказывается на сельскохозяйственных культурах. Предприятия делают различные прогнозы в отношении приблизительного количества урожая. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете.
Летний день год кормит, а у тружеников полей он начинается с первых лучей солнца. Совсем скоро уже начнется уборка зерновых первой группы. И чтобы оценить, что подарила земля и результаты труда аграриев района, было решено осмотреть все угодья. По сложившейся традиции открывает объезд полей Твардица. Здесь работают несколько сельхозпроизводителей. Один из крупнейших – Молд Агротрейд. В его владениях более 1500 гектаров, засеянных пшеницей, подсолнечником, кукурузой и табаком. По словам директора, этот год был лучшим за последнюю пятилетку. Когда говорится, что сухой год для определенных культур хороший год, в частности для виноградника, потому что виноградник при дожде болеет. Что говорить про полеводство, значит, там дождь нужен. Хотя после каждого дождя нужна определенная обработка, что пшеница, кукуруза, подсолнечник не болеет, для них дождь это рай. Табак то же самое, боится дождя, хотя и дождь ему нужен, и тепло. Вот в этом году табак попался под участок, там 6 раз его заливало водой, но холодно. С 1 гектара полей Молд Агротрейд планирует собрать до 4 тонн пшеницы. Это пока единственный прогноз, который можно дать по культурам. Но не везде погода была так благосклонна к аграриям. В этом же населенном пункте на полях более мелкого производителя «Универсал Агро», возделывающий около 500 гектар земли, растет пшеница, кукуруза, подсолнечник и горох. На сегодняшний день горох, вообще все культуры чувствуют себя прекрасно. Надеемся убрать вовремя и без потерь. Я думаю, что 3,5 тонны, 3 тонны будет. Надеемся убрать, если все нормально будет, если погода нас не подведет. И больше всего пшеницу показывают тоже нормально, где-то около 4 тонн. А остальное уже ждем дождя еще. У нас здесь слабенький дождь был. У нас практически только один дождь был здесь. С этой стороны села, а дальше там заливало ребят. Большие надежды на богатый урожай и благосклонность природы возлагают и в селе Валя-Пержий. Новое предприятие «Трансайдар» обрабатывает около 2500 гектар земли, большую часть из которой составляют озимые культуры – кукуруза и подсолнечник. Этот поле – это крупноплодный подсолнечник, это сорт лакомка. Вид пока неплохой, красивый. Дай бог, чтобы дальше погода была и чтобы убрали нормально. От прогноза мы все строим. Хотим хоть 5 и 10 тонн, но что будет, то будет. Да. В этом году уже дождь был, все нормально, все прекрасно. Да. Пока все нормально. Да. Дай бог, чтобы во время уборки, чтобы было все хорошо. Статно возвышается подсолнечник и колосится пшеница в Кортине на полях сельхозпредприятия «Агроглед». В общей сложности они возделывают более 10 тысяч гектаров в 5 населенных пунктах Тараклийского района и Гагаузии. На данном участке Кортин находится 4580 гектар земли. Это земли 2 примарий, села Кортин и Казаклия. На моем участке 1853 гектара пшеницы, 662 гектара кукурузы, 1079 гектар подсолнечника, 252 гектара озимого ячменя и 52 гектара ярового. В целом у нас картина очень хорошая по этому году. Везде растения проявляются очень хорошо. Будем ждать высоких урожаев. Картина показателей урожая этого года стала вырисовываться практически после осмотра нескольких полей. В большинстве своем это арендованная у жителей района земля, обработку которой они доверили специалистам. Сегодня каждый землесобственник распоряжается землей как хочет. Но меня очень радует, что последний год-два руководители, которые арендуют землю у квотчиков, у землесобственников, значит, с землей обращаются по последним канонам правил ведения сельского хозяйства. Это очень важно. Вот мы объехали уже 4-5 хозяйств, где хуже, где лучше. Но, тем не менее, в общем, видно. Во-первых, хочу сказать, что в этом году практически 100% пашни, которая должна была быть посеяна и в которую можно было сеять и обрабатывать, обработана и посеяна. Этот год действительно отличился и не только погодными условиями. Аграрии стали серьезнее относиться к своей деятельности, отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства. Очень отрадно, что у многих, почти у всех сельхозпроизводителей выглядят посевы лучше, то есть виды на урожай лучше. Это говорит о том, что люди вложили все те необходимые материальные средства, то есть отнеслись ответственно.
можно ожидать хороший урожай. Каждый год новые сорта, новые технологии, новые препараты. В противном случае мы бы не достигали бы все таких результатов, потому что каждый год видно, что есть соответствующий прогресс даже при некоторых жестких условиях, погодных условиях. Это говорит о том, что мы подстраиваемся под природные условия, ищем методы, варианты, они есть в мире, существуют, и вот мы их, скажем так, внедряем у себя, и оно получается очень успешно. В ногу со временем и новыми технологиями идут специалисты агрогледа. А новые технологии – это методы обработки земли. У флагмана района это один севооборот на всех полях, практика, которая уже себя зарекомендовала. Плюс удобрения, которые существенно влияют на количественные и качественные показатели культур. Во-первых, это поднимает урожайность. Во-вторых, без удобрений не получится, скажем так, продовольственная пшеница, которая и в цене побольше стоит, подороже стоит, ну и качество. Вот по прошлому году у нас 95% была только продовольственная пшеница с показателями 20 и больше клейковина. То есть это очень хороший результат. Несмотря даже на то, что у нас более 50% идет на кормление, мы все равно придерживаемся кормления поросят, мы все равно придерживаемся хороших результатов, то есть не смотрим на то, что нам нужна фуражная пшеница. У нас есть цель, мы идем на хорошие результаты. Хорошие результаты ожидаются и от урожая виноградников технических сортов, которые в агрогледе тоже выращивают. Такую цель преследуют все труженики, которые возделывают земли района. Рискованная деятельность в сельском хозяйстве при грамотной обработке и любовь к своему делу может превзойти все ожидания, если, конечно, погода не нанесет стихийных ударов. Парламентская ассамблея Совета Европы решила делегировать 22 международных наблюдателя для мониторинга президентских выборов 30 октября. Центральная избирательная комиссия сообщает, что получила первое подтверждение со стороны международного сообщества о принятии приглашения контролировать президентские выборы осенью этого года. Впервые за 16 лет молдаване будут напрямую выбирать президента. С 1994 по 2000 год глава государства избирался прямым голосованием граждан, а начиная с 2000 года, согласно внесенным в Конституцию Республики Молдова поправкам, данное полномочие было передано парламенту. 4 марта на основании запроса, поданного группой депутатов ЛДПМ, Конституционный суд решил, что изменение основного закона было сделано с нарушениями. Таким образом, право выбора президента страны было возвращено народу. Парламент утвердил в первом чтении проект закона об упрощении процедуры регистрации предприятий. Предварительное одобрение получил и закон об отмене печатей на официальных документах и бумагах частных фирм. На доверенностях и трудовых контрактах будет достаточно подписи. Авторы проекта говорят, что отмена этой процедуры сократит расходы на открытие бизнеса на 30%. Также поправки должны устранить часть бюрократических барьеров и снизить операционные затраты. Проблема несанкционированной уличной торговли вдоль центрального рынка будет решена. По просьбе мэрии и людей, не имеющих постоянных мест для продажи своей продукции, администрация рынка выделяет социальные места. Все столы, которые расположены на территории рынка, выделяются бесплатно. Люди смогут продавать любую продукцию. Желающим нужно лишь забронировать торговое место. После участия месяц назад в реконструкции дороги, ведущей к монастырю Цаганешт, американские военные принялись за новый проект Республики Молдова. На этот раз они отремонтировали столовую школу номер 12 столичного района Ботаника. Это учреждение для детей с проблемами со слухом. Солдаты 123-й эскадрильи ВВС США провели ремонт школьной столовой вместе с военными из инженерного батальона Негрешт. В Адалуй-Водах полностью сгорел автомобиль, в который бросили коктейль Молотова. Полиция и пожарные начали расследование обстоятельств инцидента. Автомобиль загорелся около 4 часов утра, пожарных вызвали слишком поздно. Свидетели утверждают, что поджог был преднамеренным.
Теленежском районе пьяный отец убил собственного сына. 48-летний мужчина, которого неделю назад выписали из Аргеевской психиатрической больницы, забил 15-летнего сына скакалкой. После задержания отец свою вину признал. Наказание за содеянное будет установлено по итогам психиатрической экспертизы. Если мужчину признают виновным, ему грозит 15 лет тюремного заключения. Открытый семинар по подготовке к спаррингам прошел на базе секции тэквондо Камрадской муниципальной детской спортивной школы. Организаторами спортивного мероприятия являются и общественная организация ВТФ Тэквондо Гагаузии, Федерация тэквондо Республики Молдова. Спортсмены получили новые навыки, поделились опытом, а также были удостоены новых спортивных категорий. В наушниках любимый хит, настроение приподнятое, а мысли далеки от происходящего вокруг. Сейчас редко можно заметить человека, который бы шел по улице без музыки. Особенно это касается детей и подростков. К сожалению, из-за невнимательности несовершеннолетние легко могут стать жертвой ДТП. Как отмечают служители правопорядка, слушая музыку, многие зачастую не слышат приближения транспортных средств. Подробнее об этом смотрите далее. Наушники в уши и музыка на полную. Так большинство современных детей и подростков ходят по улицам. При этом они не слышат, что происходит вокруг них. Но многих это даже не пугает. Из-за невнимательности несовершеннолетние легко могут стать жертвой ДТП. Подожди секундочку, ты знаешь, что слушать музыку на улице опасно? Да. А почему слушаешь? Все слушают, и я тоже. Как ты думаешь, можно избежать дорожных аварий, если не слушать музыку на улице? Да, потому что нужно слышать, когда машины сигналят. Когда ездишь на велосипедах, некоторые люди ездят и не держат руль и слушают музыку. И часто случаются из-за этого аварии. И нельзя так делать. Модные тенденции современной молодежи менее всего поддерживают представители старшего поколения. По их мнению, детям нужно запрещать ходить по улице в наушниках. Естественно, когда ребята вот так вот ездят и с наушниками, что это категорически должно быть запрещено. В первую очередь мама с папой должны объяснять это, в первую очередь, потому что мама это есть мама, заинтересованная семья в первую очередь, конечно. Ну и во вторую очередь в школе очень важно, потому что дети отвлекаются, он немножко не сосредоточен, а отвлекся, и в это время и велосипедист может на него наехать, и шофер. Ну, я считаю, в первую очередь, это очень плохо, и надо стараться научить детей этого не делать. А в первую очередь своим примером, конечно. Убрать, все это убрать и не показывать даже, что это можно использовать. Такого же мнения придерживаются и сотрудники полиции. Как отмечают служители правопорядка, слушая музыку, многие зачастую не слышат приближения транспортных средств. Любой участник дорожного движения должен быть ответственным и крайне осторожным и не слушать громко музыку ни на улице в наушниках, ни за рулем. Она отвлекает и сложно услышать сигналы других машин. Согласно данным исследований, внимание людей, слушающих громкую музыку за рулем или в наушниках, снижается до 70%. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.